Казахское музыкальное наследие неразрывно связано с самым древним в мире смычковым струнным инструментом кылкобызом. У нас в гостях очень талантливый и интересный человек Акерке Тажибаева, музыкант, преподаватель по классу кылкобыза в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Акерке Тажибаева является лауреатом многих международных и республиканских конкурсов. На ее счету большое количество сольных концертов во многих странах мира. Сегодня Акерке Тажибаева расскажет нам о своем уникальном ремесле. С 5 лет, наверное, уже могу сказать, что я на сцене, так как у нас часто проводились маленькие конкурсы, фестивали детские в самом городе Туркестан. И в 5-летнем возрасте я уже была победительницей местного конкурса «Анши Балапан». Я так хотела продолжить музыкальное искусство. 8 лет, когда я училась во 2 классе, я уехала в гости в город Алматы к родственникам и, не сказав родителям, поступила в музыкальную школу для одаренных детей, республиканскую имени Ахмета Жибанова. Я выбрала среди всех других инструментов национальный инструмент кылкобыз. Это самый первый традиционный национальный инструмент. Его создал Коркут Ата. Он был выдающимся күйші, то есть исполнителем. А вот так и началась моя творческая жизнь, наверное. Первым моим студентом была девушка по имени Мейган Ренчер. Она из Америки, штат Пенсильвания. Я, наверное, чувствовала долг перед собой сначала, чтобы я должна хорошо научить, потому что все же это человек из другой страны, чтобы хорошее впечатление осталось не только от меня, но и от занятия, от исполнения на инструменте. Очень важно научить музыканта, будущего музыканта, играть с душой любое произведение. Конечно, нужно знать технические моменты, это играние на кубызе, то есть на инструменте, но очень важно передать ту энергетику, ту эмоцию, которую написал в произведении композитор. Мой учитель, он мне дал очень многое. Когда я играла еще в 3-м, наверное, курсе, играла один күй, который называется «Жезкиек», кюе халаса. Я думала, я очень хорошо сыграла, потому что в техническом плане я сыграла ее в таком быстром темпе, красиво. Ну, я так, по крайней мере, считала. Я как закончила этот күй, поставила инструмент и смотрю на него с такими глазами, думаю, сейчас он скажет, наверное, ой, молодец, похвалит. А он сказал: вот что ты видишь, глядя в окно? Ты же видишь реку, да, ручеек, который протекает. Ты же видишь там людей, которые, да, либо горы, пейзаж. Видишь, да? Говорит, да, вижу. Но ты же все это видишь красиво. А ты только что все не увидела, говорит. Играя произведение это, ты ничего не почувствовал, ты ничего не увидел, эту всю красоту, говорит. Нужно знать, что ты играешь, понимать, чувствовать это и трудиться. В моей преподавательской деятельности очень влияет то, что я выступаю, я исполняю, я исполнительница, я даю много концертов, это очень много помогает. Я знаю, как передать произведение, как работать со зрителями, со слушателями. Любому педагогу нужно знать не только теоретическую часть, нужно быть артистом, он должен чувствовать, передавать, он должен быть и менеджером, пропагандировать свой инструмент или свое творчество, должен знать, куда направлять ученика, то есть должна быть цель какая-то. Я всегда говорю своим подопечным, чтобы они не только играли, они делали какое-то шоу в своем исполнении, то есть это яркость исполнения, нюансы, фразировки, чувствовать зрителя. Эмоциональность — это важно, мне кажется. Пропеть каждую мелодию. Нужно, конечно, не только заниматься исполнителем, нужно знать, как одеваться, как сидеть на сцене, как разговаривать, как передать. Все это я стараюсь дать ученикам. Вообще кылкобыз, он самый первый и древний инструмент, и мы не должны забывать традицию исполнения этого инструмента, то есть можно развивать ее в каком-то направлении, в эстрадном, да, в джазовом или в других камерных ансамблях или в других-то группах, но мы не должны забывать традицию исполнения, потому что это наше богатство, это достояние нашего народа. И мы не должны его забывать, а должны его сохранить и передать будущему поколению.